прямом эфире телеканал «Якутия-24». Вы смотрите «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите сегодня в программе. Первые шаги на посту главы Якутии. Айсен Николаев озвучил первоочередные задачи, стоящие перед правительством. О каких направлениях идет речь? Во власти стихии. Накануне на якутские районы обрушился ураганный ветер и нанес неслабый ущерб. Как на местах идет устранение последствий, какие приняты меры? Не забывать о профилактике. Сразу 2 случая заболевания туберкулезом у детей обнаружили в одной из школ Якутска. Успели ли разобраться с ситуацией, все ли в порядке с детьми? Построят ли в Якутске центр адаптивного спорта? Вопрос обсудила делегация Якутии в Москве на встрече с министром спорта страны. Как прошли переговоры? Выбор расширится. В Алданском политехникуме появятся новые специальности. Какие кадры сегодня нужны району и в каких сферах видит себя молодежь? Спорт работе не помеха. Более 2000 работников Алроса собрались на юбилейной 10-й спартакиаде трудовых коллективов. В течение года соревновались 4 месяца. Назначенный временно исполняющим обязанности главы Якутии Айсен Николаев озвучил первоочередные задачи, стоящие перед правительством республики. Первостепенной, по его словам, будет преодоление последствий паводка. Еще одна задача – развитие несырьевой экономики. Николаев добавил, что для ее выполнения требуется серьезно заниматься подготовкой человеческого капитала, то есть развивать образование. Также Айсен Николаев сказал, что региону нужно сконцентрировать свое внимание на развитии экспорта оленины, жеребятины и дикоросов. Ну а сразу после назначения в Москве Айсен Николаев накануне провел ряд встреч. В постпредстве республики он беседовал с президентом Алроса Сергеем Ивановым, с директором технопарка Якутии Анатолием Семеновым и с руководителями ряда районов республики. В частности, Айсен Николаев намерен внести коррективы в список представителей региона в наблюдательном совете Алроса после годового собрания акционеров компании в конце июня. Напомню, что у республики 25% акций алмазной компании, а в наблюдательный совет Алроса, который состоит из 18 человек, входит 6 представителей Якутии. Тем временем парламент республики на очередном пленарном заседании 8 июня примет официальное решение о назначении даты выборов главы республики. Единый день голосования, предварительно это 9 сентября, будут назначены и выборы народных депутатов республики 6-го созыва. Покинувший свой пост Егор Борисов работал главой республики с 2010 года. Что сделано и что достигнуто Якутией за все эти годы? Каким запомнится народу экс-руководитель республики? Обзор Туяры Филипповой. Егор Борисов возглавлял республику с мая 2010 года в общей сложности 2919 дней. Об итогах деятельности лучше всего говорят цифры статистики. За период пребывания Егора Борисова в должности руководителя республики валовой региональный продукт Якутии вырос в 2,2 раза. По этому показателю в 2010 году регион занимал 26-е место, а в 2016 уже 20-е. Инвестиции в основной капитал выросли в 2,9 раза по сравнению с 2010 годом и составили 384 миллиарда рублей. По этому показателю регион улучшил свои позиции в рейтинге, переместившись с 22-го места среди субъектов страны на 9-е место. Сегодня, сверяя то, что было тогда задумано, с тем, что реально сегодня сделано, это хорошая оценка, в целом позитивная оценка деятельности Егора Афанасьевича на этом посту. То есть вот эта система стратегического планирования, которая у нас в эти годы вошла в практику нашей жизни, она довольно продуктивно дает нам правильно выбирать решения на длительную перспективу. Стабильность и отсутствие потрясений, пожалуй, одно из главных достижений деятельности Борисова. Уважаемый Егор Афанасьевич, огромное спасибо вам за нелегкий труд и старания во благо родной республики. Пусть ваш опыт, мудрость будут и дальше помогать республике долгие годы. Здоровья, благополучия вам и вашим близким. Спасибо вам за добросовестный труд. Управлять нашей республикой очень сложно. Огромные территории, суровые климатические условия, менталитет народа. Я лично вижу, что вы сделали для республики. Школы, детсады, больницы, спортивные объекты, дороги.
Алкогольный запрет, думаю, спас многие семьи. Желаю вам крепкого здоровья, долгой и счастливой жизни. Неожиданно, как будто что-то отняли. Кого-то близкого, родного потеряли. Чувство сироты и опустошения. Уровень жизни населения, здравоохранения, образования всегда были приоритетными в политике Борисова. Были внесены изменения в законодательство конституционные, связанные прежде всего с гарантией образования в республике на родном языке, на якутском языке. Эта норма гарантии впервые появилась в Конституции республики, была его конституционная инициатива и сегодня является определенным фактором межнациональной стабильности в республике, в том числе в части использования языка. Второе, безусловное изменение, которое было именно достижением республики, это сохранение выборности глав поселений и глав городов. Критика и оппозиционные нападки сопровождали действия Егора Борисова всегда. Много говорили о кадровой чехарде, но при этом признавались и позитивные тенденции. Была попытка интегрировать во власть гражданское общество. Для этого создалось такое ведомство, как Министерство по развитию институтов гражданского общества, создавалась общественная палата. То есть была попытка создать власть человеческим лицом. И если немножко убрать формализма, то еще все может получиться. Вот в этом плане Борисов был интересен. Эпоха Борисова уже история. Главным же остается одно – развитие Якутии и благополучие якутян. Туяра Филиппова, Саргалана Федорова, Владимир Павлов, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В ближайшие месяцы президент России Владимир Путин посетит несколько российских регионов, чтобы проверить работу временно исполняющих обязанности руководителей субъектов. Информацию об этом газете «Известия» подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, что наряду с Айсеном Николаевым в Якутии накануне новый губернатор был назначен и в Магаданской области. В общей сложности исполняющие обязанности сейчас руководят 12 российскими субъектами. Ожидается, что именно и в эти регионы и приедет с проверкой президент страны. К другой теме. Накануне на Якутск обрушился ураганный ветер и нанес неслабый ущерб в разных районах столицы. Падали столбы, дорожные знаки, светофоры, отлетали крыши, рухнули заборы, конструкции, местами отключилась электроэнергия. В одном из случаев даже пострадал человек. Как в целом идет устранение последствий в столице, какие меры приняты? Репортаж Кристины Якуповой. Сильный ветер начался внезапно. Накануне на Якутск буквально обрушился северный циклон. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Ураган пронесся по всему городу. Стихия не щадила ничего. Ломала деревья, срывала линии электропередач и крыши домов. Здание школы 38 – одно из самых пострадавших в Якутске. Сегодня мы добровольцами и отрядом нашим добровольческим приступаем уже к развалу завалов и отдел технического и строительного надзора Управления образования города Якутска уже сегодня определяет подрядчиков. Время сейчас терять не надо. Как можно в кратчайшие сроки надо уже разобрать и приступить уже к восстановительным действиям. Из-за стихии без света остались не только пригороды столицы – Марха, Кангалас и Маган. Электричества нет и в некоторых районах центра Якутска. К восстановительным работам привлечены 64 бригады и 74 единицы техники. Все силы предприятия в круглосуточном режиме брошены на устранение последствий непогоды. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено в полном объеме. От сильного ветра пострадали и люди. Девушка, переходившая дорогу на перекрестке Орджоникидзе и Курашова, не подозревала, что на нее упадет целый светофорный столб. К счастью, обошлось без серьезных травм. В приемное отделение нашей больницы обратилось 3 человека с небольшими ссадинами, ушибами. После оказания медицинской помощи все отпущены домой на амбулаторное лечение. Работа прибавилась и работникам городского кладбища. Им придется самостоятельно устранять последствия стихии. Неожиданно сильный ветер повалил деревья прямо на памятники и ограждения. Впрочем, по словам синоптиков, такая погода – нормальное явление для данного времени года.
Сегодня в Малом зале городской мэрии состоялась комиссия по чрезвычайным ситуациям. Руководители городских округов отчитались о проделанных работах. Устранение оставшихся неполадок проводятся в полном объеме и должны закончиться в минимальные сроки. Основные проблемы все исчерпаны, в том числе и с электроэнергией. Значит, электроэнергия Якутэнерго дает подключение порядка 95% от общего объема. Значит, тем не менее, некоторые локальные участки еще у нас остаются. Есть серьезные проблемы, связанные, значит, со сносом кровли. Здесь тоже нам принимаются меры, значит, выделяется финансирование. В ближайшее время все работы будут выполнены. Работы ведутся круглосуточно, но без света еще остается внушительная часть города. Кристина Якупова, Петр Говоров, Семен Семенов, Владимир Павлов, Якутск. Из-за ураганного ветра пострадали и районы республики. Там также упали опоры ЛЭП, ушел свет, срывало крыши. Как на местах идут восстановительные работы и чего ждать от погоды в ближайшее время по республике? Обзор Петра Говорова. Сорванные крыши, упавшие светофоры и электростолбы. Ветер до 24 метров в секунду и осадки в Якутске, Мирном, Чурапчинском и Хангаласском улусах. По населенным пунктам в Качикаце, село Качикаце снесло крышу школы, и в селе Синск у нас, получается, пострадала котельная. Город Покровск у нас не пострадал, но самые населенные пункты остались без света, без электроэнергии, получается, остались у нас сторона Заречья и частично село Актемцы, село Улахан. Человеческих жертв у нас нету, что радует. В Чурапчинском улусе штормовой ветер стал причиной пожара. Вследствие сильных порывов ветра упало более 40 опор линий электропередач. Ремонтная бригада Чурапчинская РЭС работает в полном объеме на линиях, а также сильным порывом сорвало крыши 3 зданий. Ночью произошел пожар в здании центральной аптеки. Причина устанавливается пожарным надзором. Впрочем, синоптики уверены, такой ветер – явление нормальное для этого времени года. У нас целые тома, в которых описаны случаи усиления ветра 25, 30, 35 и даже 40 метров в секунду. Это бывает. Ну, это бывает, может быть, не каждый год, но это практически в каждом населенном пункте бывает. Вот вчера нас проходил после продолжительного периода теплой погоды, когда вот 28-го мы даже достигли почти 28 градусов и был превышен исторический максимум, на нас вышел холодный фронт. Вот смотрите, какая яркая облачность на снимке, это река Лена, вот город Якутск. У нас 26,3 градуса, это в 3 часа дня. И около Алекминска, вернее Исити, видна полоса яркой облачности. Это кучево-дождевая облачность. Здесь формируется гроза. Условия для формирования грозы, грозовых облаков идеальные. Где-то штормовые ветра, а в западной части Якутии выпал снег. По прогнозам специалистов, теперь циклон перемещается в сторону севера. Западную Якутию, через центральный, и в том числе Хангаласский район. И дошел до Чурапчи, где тоже было 20 метров в секунду. Ну, сейчас он находится над Аймиконским районом. В данный момент во всех пострадавших от шторма населенных пунктах идет активная работа по предупреждению и минимизации последствий циклона и восстановительные работы. Петр Говоров, Арсен Степанов, Владимир Павлов, Якутск. А в Мирном выпал снег. Утром температура в алмазной столице составила всего 2 градуса выше 0. Дальше ожидается мокрый снег. Ну а из-за последствий паводка по республике ЕГЭ в некоторых районах Якутии может оказаться под угрозой срыва. В 8 районах есть проблема с интернетом. Каких улусов это касается? Как будут выходить из ситуации, чтобы выпускники нормально сдали экзамены? Рассказывает Анастасия Кобузева. В республике в этом году более 8,5 тысяч человек подали заявление на участие в ЕГЭ. Всего будут задействованы более 200 пунктов проведения экзаменов. Но, к сожалению, не во всех уголках республики они проходят в штатном режиме. Сейчас вот в экстренном порядке проводит Алексей Прокопьевич заседание межведомственной комиссии по
подготовки и проведения единого госэкзамена с тем, чтобы решить вопросы по завтрашнему дню. Крайний вариант – это отмена государственного итоговой аттестации, конкретно завтрашнего экзамена базовая математика в тех 8 муниципальных районах, городских округах, где на сегодняшний день нет света и имеются проблемы с интернетом. Так, в Усть-Майском районе проблему с перебоями интернета решают кардинально. Из пострадавших от паводка Кюбцев и Эльдикана уже эвакуировано 33 учащихся. Ребята сдают ЕГЭ и АГЭ. Конечно, сдавать экзамены далеко от родительского дома нелегко, но другого выхода нет. Самое худшее уже прошло, так что остались мелочи. Но мы постараемся справиться, постараемся не подвести наших учителей, которые нас готовят. А в Оленегорской средней школе Алаиховского района к таким условиям уже привыкли. В родной школе ребята сдавать экзамены не могут, поэтому каждый год выпускников на вертолетах отправляют в Улусный центр, в единый пункт проведения экзаменов. Как отмечают преподаватели и выпускники, эти неудобства никак не влияют на результаты экзаменов. Сдаю базовую алгебру, русский язык, профильную математику и физику. Хочу учиться на Маркшейдера. Кажется, хорошо подготовился. Накануне одного из самых важных экзаменов ЕГЭ по базовой математике проблему усугубила и погода. Перебои со светом, а значит и интернет-связью, происходят в 8 районах республики. Там по-прежнему есть угроза срыва экзамена. Анастасия Кобызева, Владимир Павлов, Юрий Таюрский, Анна Слепцова, Якутск, Алайховский, Усть-Майский районы. 31 мая национальная вещательная компания «Саха» проведет благотворительный телерадиомарафон под названием «Всем миром». Главная цель – сбор средств для пострадавших от весеннего паводка. Неравнодушные якутяне смогут узнать, как именно помочь землякам на телеканалах НВК «Саха», «Якутия-24» и «Мамонт», а также на радио «Тетим». Также в столице с 3 часов на площади Ленина пройдет концерт звезд эстрады. Любой желающий сможет выразить слова благодарности и поддержки. Во время концерта также организуют сбор денег. Будут установлены специальные урны, и каждый сможет оказать финансовую помощь. Как известно, от удара водной стихии пострадали десятки населенных пунктов по всей республике и несколько тысяч человек. Сразу 2 случая заболевания туберкулезом у детей обнаружили в одной из школ Якутска. Успели ли разобраться с ситуацией, все ли в порядке с этими детьми? Лана Ильина подробнее. В одной из столичных школ выявлено заболевание туберкулезом сразу у 2 учащихся. В первом случае болезнь уже перешла в открытую форму. 2 наши девочки, которая заболела и которая следом заболела. Но как только та заболела, сразу и 2-ю девочку туда положили в больницу. Они упустили. Ребенок часто болеющий был. И когда тут манту делали, ребенок постоянно отсутствовал и постоянно болел. В Роспотребнадзоре нам сказали, что случай этот единичный, а источник опасной инфекции – семья, то есть очаг заболевания именно дома, а не в школе. В школе 2 случая зарегистрированы. Это семейный очаг. По этим случаям все мероприятия проведены в классе и в школах. Учителя, дети все обследованы, все прошли ФЛГ, рентген, диаскин-тест, манту прошли, и новых случаев не зарегистрировано. По словам специалистов, контактные лица обследования сейчас находятся под контролем. В целом ситуация с заболеваемостью туберкулезом в республике крайне напряженная. Очень много случаев, когда болезнь выявляет на поздней стадии. В группе риска подростки. Организм растет, требует много витаминов, а школьники зачастую едят на ходу и увлекаются фастфудом. Подростки у нас болеют как взрослые. Почему? Потому что они тоже зависимы. Это социальная болезнь, инфекционная болезнь, поэтому она передается от больных людей, от бациллярных людей. И из контактов дети чаще всего заболевают. Первый год 10% детей. В республике Саха-Якутия заболеваемость детей в 2 раза больше, чем по России. Важно не забывать и об элементарных мерах профилактики. Мыть руки и лицо сразу после того, как пришли с улицы, проходить раз в год флюорографию, содержать дом в чистоте и укреплять здоровье. Лана Ильина, Павел Пахомов, Якутск. Сейчас короткая минутная реклама. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. Построят ли в Якутске центр адаптивного спорта? Вопрос обсудила делегация Якутии в Москве на встрече с министром спорта страны. Как прошли эти переговоры?
Выбор расширится. В Алданском политехникуме появятся новые специальности. Какие кадры сегодня нужны району и в каких сферах видит себя местная молодежь. Спорт работе не помеха. Более 2000 работников Алроса собрались на юбилейной спартакиаде трудовых коллективов, соревновались 4 месяца. Это Якутия-24. В прямом эфире мы продолжаем итоги дня. В России появятся новые льготы по оплате услуг ЖКХ. Законопроект поступил на рассмотрение Государственной Думы. Сейчас для россиян, которые проживают в многоэтажках и не установили счетчики, применяется повышенный коэффициент при расчете цены коммунальных услуг. Эта мера по замыслу властей должна стимулировать граждан к установке, ремонту и замене счетчиков. Поправки в жилищный кодекс отменяют повышающие коэффициенты только для некоторых категорий граждан. Среди них малоимущие, инвалиды, участники Великой Отечественной войны. В мороженом нашли антибиотики и кишечную палочку. Роскачество исследовало отечественный ванильный пломбир 34 популярных брендов, изготовленных в 18 регионах страны. Каждую порцию лакомства протестировали по 50 показателям качества. В частности, проверили, присутствуют ли в нем растительные жиры, антибиотики, вредные бактерии, искусственные добавки. Итог: 12 товаров из 34, то есть треть проверенного мороженого, изготовлено или упаковано с нарушением закона. Роскачество также нашло вредные вещества. В пломбире 2 брендов обнаружили кишечную палочку. Еще в 2 антибиотики в дозах выше, чем допускает техрегламент. Подробнее об этих исследованиях, а также конкретных брендах вы можете ознакомиться на сайте Роскачества. В следующем учебном году в Алданском политехникуме появятся новые специальности. Все они открываются с учетом востребованности кадров. В том числе вновь будет объявлен набор на факультет «Путь и путевое хозяйство». Какие специалисты сегодня нужны этому району и в каких сферах видит себя молодежь? Сюжет Татьяны Вахниной из Алдана. Совсем скоро первый документ об образовании получат несколько сотен девятиклассников. Порядка 270 ребят и девчонок простятся со школой. Они уже решили, с какой сферой свяжут будущее, и в сентябре станут студентами. Большая часть выпускников 9 классов отправится в Алданский политехникум. Выбор специальностей для абитуриентов 2018 года расширится. На базе 9 классов мы будем открывать новые профессии, такие как ремонтник горного оборудования. А также впервые будем набирать обучающихся на базе 9 классов по специальности среднего звена «Макшейдерское дело». Новые перспективы в этом году откроются и для абитуриентов, поступающих в техникум на базе 11 классов. Они смогут осваивать премудрости работы в локомотивных депо и специфику путевого хозяйства. Возобновление набора на данное отделение продиктовано необходимостью житейской. Квалифицированные кадры на железной дороге востребованы. На следующий учебный год по заявке железных дорог Якутии мы будем открывать давно не набираемые у нас, скажем, специальности специалистов среднего звена по строительству железных дорог, путь и путевое хозяйство и по рабочей профессии помощник машиниста локомотива. В политехникуме большинство студентов осваивают традиционно мужские профессии. Между тем, девочкам тоже есть из чего выбирать. Так, 25 первокурсниц через пару лет получат дипломы лаборантов-экологов. В ближайшее время из стен техникума выйдут социальные работники. Студенческая жизнь мне вообще очень нравится. Нравится наш куратор и основной учитель. Новые направления и специальности на базе политехникума открываются с учетом востребованности тех или иных кадров. Алданский район промышленный, и рабочие среднего звена требуются всюду. Грамотные подготовленные специалисты необходимы и в социальной сфере. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Школьники Тулагино-Кильдямской агрошколы этим летом планируют посадить около 8000 цветов. В основном дети сажают бархатцы и петунии. Большая половина цветов украсит площади и улицы города Якутска. Отметим, что коллектив в этом году выиграл 1 миллион рублей в рамках проекта «Народный бюджет». Эти деньги они направили на строительство новой теплицы. Осенне-весенняя теплица. То есть овощи будут выращиваться с марта по октябрь. То есть там мы будем выращивать рассаду и овощные культуры.
То есть рассада пойдет на облагораживание города и населения, вот угинно-кильдямского наследия. Теплица также имеет очень значимое научное применение, так как здесь будут проводиться различные опыты и обучение учеников также. Теплица четырехблочная получается. Блоки у нас разделяются под различную рассаду. Каждый блок имеет свое назначение. То есть в одном у нас выращивается овощная культура, в другом цветочная культура и так далее. Строительство адаптивного центра в Якутске рассмотрели в Москве. Вопрос обсудила делегация Якутии на встрече с министром спорта страны Павлом Колобковым. Как прошли эти переговоры, передает наш корреспондент в столице страны Татьяна Черемкина. Сотрудничество между Министерством спорта России и регионами осуществляется по нескольким направлениям. Из основных – это развитие базовых для регионов видов спорта, включая спорт инвалидов, создание условий для массового спорта, а также строительство и модернизация спортивных объектов. Во время встречи с министром Павлом Колобковым были обсуждены вопросы строительства адаптивного центра в городе Якутске. В 2017 году президент Путин поддержал эту идею и дал поручение Минспорту России включить строительство в программу адресного финансирования. Министр спорта заверил, что еще раз поставит этот вопрос на уровне Министерства экономики с тем, чтобы этот объект вошел в программу финансирования на 2019 год. Кроме того, поднимались темы строительства Центра спортивной подготовки в селе Чурапча, экипировки сборной команды России по масс-рестлингу для участия в чемпионатах Европы и мира. Ректор Чурапчинского института физической культуры и спорта Иннокентий Готовцев доложил о ходе строительства общежития и энергоцентра с магистральной сетью. Михаил Гуляев поздравил Павла Колобкова с назначением на должность министра спорта России, вручил знак 385 лет вхождения Якутии в состав российского государства, а также пригласил министра на чемпионат России по боксу и на чемпионат мира по масс-рестлингу. Мы ставили вопрос о подготовке к Олимпийским играм Токио в 2020 году, и мы готовы принять сборную команду России по единоборству, по плаванию и другим видам спорта. И Павел Анатольевич очень заинтересовался, дал поручение Центру спортивной подготовки. Мы очень рады, что министр спорта поддерживает Якутию, понимает наши проблемы и готова работать с нами вместе. Татьяна Черемкина, Олег Южилкин, Москва. В Ленске скоро должны открыть новый кинотеатр. Сейчас идет ремонт в здании и далее предстоит установка нового экрана. По словам учредителя нового заведения, в кинотеатре будут показаны как российские, так и зарубежные фильмы. Качество должно быть высоким, а цена билетов недорогим, заявляют предприниматели, открывающие этот зал. Товарищеским матчем хоккеисты Нерингринского района закрыли сезон. На льду спортивного комплекса встретились команды «Энергия» из поселка Серебряный Бор и «Шахтер» из Нерингри. В результате ледовой схватки юные хоккеисты из команды «Шахтер» с разгромным счетом одержали победу. Теперь ребят ждет небольшая передышка. Затем они приступят к летним тренировкам. Мы сегодня встречаемся с командой «Энергия», и мы сегодня победим. Они очень легкие, мы все время их выигрываем, и с ними очень легко играть. Более 2000 работников компании «Алроса» собрались на юбилейной 10-й спартакиаде трудовых коллективов, соревновались 4 месяца в течение года. По традиции лучшие спортсмены из Мирного, Айхала, Удачного и Ленска встретятся в финале. Подробности в сюжете Марфы Яковлевой. 4 месяца, 22 организации, более 10 видов спорта. Юбилейная 10-я спартакиада вновь собирает спортивные и активные коллективы «Алроса». Многие участвуют не впервые, доказывая, что в здоровом теле здоровый дух. 100 метров на скорость по нормативам ГТО. Для бегунов легкий ветер в солнечный день как награда. Отлично. Еще бы раз. С удовольствием. Спорт – это круто. Работники «Алроса» ежегодно собираются на спартакиаде трудовых коллективов. На Мирнинской площадке лучших выявляют в 14 видах спорта. Как признаются многие, участвуют не ради медалей и грамот. Марина уже более 10 лет проверяет свои силы на спартакиаде. И для нее это уже больше, чем соревнование. У меня это жизнь, образ жизни мой. У меня 3 детей, но я нахожу всегда время прийти в спортзал и позаниматься.
На этапах многоборья спортсмены выкладываются полностью, проверяют свою выносливость на беге, прыжках в длину, подтягиваниях и отжиманиях. В этом году участники спартакиады сдали часть нормативов физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Видно, что люди занимаются. Есть отдельные виды, да, конечно, к ним нужна специальная подготовка, но скажу, что общий процент подготовленности неплохой. В рамках спартакиады соревновались и семьи. На теннисе, эстафете и туристической полосе препятствий встретились 9 команд. Один из зрелищных этапов – перетягивание каната. Это большой праздник. Во-вторых, это время, которое я могу провести вместе с коллегами в выходной день. Соревнования не заканчиваются. Впереди у спортсменов финал, где встретятся представители Айхала, Удачного, Ленска и Мирного. Там определят сильнейших спортсменов алмазной компании. Марфа Яковлева, Илья Засухин, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Это были итоги дня. Смотрите телеканал Якутия-24 и будьте в курсе.